Привет, друзья! Рады приветствовать вас на канале Bialetti Best Home Coffee. Напомним, что в рамках нашего канала мы знакомим вас с продукцией итальянской компании Bialetti, которая в прошлом 2019 году отметила свой 100-летний юбилей, прославилась тем, что в 1933 году получила патент на производство гейзерной кофеварки Moka Express. Таким образом было положено начало новому способу приготовления кофе в домашних условиях, который по качеству готового напитка был максимально приближен к кофе, которые вам могут приготовить в баре на профессиональной кофемашине. С тех пор все гейзерные кофеварки сокращенно от Moka Express стали называть Moka, а кофе, который готовит данная кофеварка, Moka Coffee. В прошлом видео мы анонсировали выпуск целого ряда видеообзоров, посвященных итогам выставки Ambiente 2020. Это авторитетная международная выставка, которая проходит ежегодно в начале февраля в немецком Франкфурте на Майне. И все мировые производители посуды, аксессуаров для дома, подарков знакомят своих пользователей с новинками, которые появятся в этом году, или изменениями, которые произойдут в ассортименте. В прошлом видео мы вас познакомили, какие изменения в 2020 году произойдут в элегантной группе кофеварок, изготовленных из нержавеющей стали и предназначенных для всех типов плит, включая индукционные. Напомним, это кофеварки Муса, Венус, Кити и Класс, а также как изменятся запасные части для этих кофеварок. Сегодняшний видеообзор будет посвящен одной из самых популярных кофеварок в ассортименте Bialetti. Это кофеварка серии Bricca. Недавно мы на нашем канале выкладывали еще один видеообзор по поводу, как пользоваться данными кофеварками и подбирать запасные части для нее. То некоторые моменты мы, наверное, повторим, потому что очень часто одни и те же вопросы. И также расскажем, как изменится кофеварка Bricca в 2020 году и запасные части для нее соответственно. Напомним, что кофеварка производится компанией Bialetti уже около 25 лет. Дизайн практически кофеварки не менялся. До 2019 года, до момента последней ее амалогации, она выглядела вот таким вот образом. То есть у нее корпус был полностью не окрашен. Выглядела она вот таким вот образом. Единственное, скажем, еще отличие было то, что у нее был зуб, вот этот мерной чаши немного выступал, и на нем была написана формула воды H2O. И в 2019 году было обновление дизайна данной модели кофеварок, мы уже вам рассказывали, то есть этот зуб стал более плоским мерной линии, а также нижняя чаша стала окрашена в черный цвет. Это связано с тем, что всю линейку специальных кофеварок, в эту линейку входят 4 кофеварки. Это Bricca, Moka Express, Orzo Express и Cremino. То есть она стала, серия специальных кофеварок, более узнаваемая. То есть все кофеварки получили нижнюю чашу, окрашенную в черный цвет. А так конструктивно она, в принципе, больше ничем не изменилась. Сама кофеварка изготовлена на базе кофеварки серии Dama. Вот такой вот кофеварки. То есть производится в двух объемах, на 2 чашки и на 4 чашки. Соответственно, за основу был взят корпус от Dama на 3 чашки. И для кофеварки на 4 чашки был взят корпус от кофеварки серии Dama на 6 чашек. Основное отличие этой кофеварки, она предназначена для приготовления двойного крепкого кофе с тонкой кремовой пеной на своей поверхности. Это удается приготовить данной кофеварке благодаря некоторым моментам. Для приготовления крепкого кофе используется меньшее количество воды. Воронка в этой кофеварке точно такая же, как в кофеварке на 3 чашки. Соответственно, объем кофе для приготовления порции кофе больше. И благодаря инновационному клапану получается приготовить кофе с кремовой пенкой. То есть у вас на выходе получится
две чашки кофе, вот, ну, в чашке для эспрессо есть мерная линия, то есть соответствует 30-35 миллилитров крепкого ристретто. В интернете очень большая путаница с объемами кофеварок, связано с тем, что изначально за основу был взят объем кофеварки на одну чашку 60 мл, и ошибочно начали рассчитывать все последующие объемы. То есть, например, кофеварка на 3 чашки 60 мл умножили на 3, и везде указано, что кофеварка готовит 180 мл кофе, хотя это не соответствует действительности. Данная кофеварка рассчитана на приготовление 130 мл кофе. Кофеварка на 6 чашек рассчитана на приготовление 270 мл кофе на выходе. На всех сайтах написано, что 360. То при подборе кофеварок обращайте на это внимание. Данные кофеварки рассчитаны в том виде, в котором они есть, Брика 2019 года, это рассчитано на приготовление 70 мл кофе, а кофеварка на 4 чашки рассчитана на приготовление 130 миллилитров кофе, то есть ориентир плюс-минус в 2 раза меньше, чем готовит, например, кофеварка на 3 чашки, и кофеварка на 6 чашек в 2 раза меньше. На что нужно обратить внимание при приготовлении. То есть основная, из-за того, что инструкции нет ни на русском, ни на украинском языке, есть беглая инструкция по эксплуатации, но здесь могут некоторые не перевести, потому что не знают язык. Производитель рекомендует использовать верхнюю чашу, сейчас мы покажем, в качестве мерного стакана. И также использовать средний огонь. Мы сейчас по этапам объясним. Ну и также то, что в данной кофеварке применяется инновационный клапан Биолетти. Так. Итак, начнем. Как приготовить кофе в данной кофеварке? Разбираем кофеварку. Для начала вам нужно использовать верхнюю чашу в качестве мерного стакана. То есть вам необходимо налить воду до этой линии. Это соответствует приблизительно 80 мл. Вода должна быть холодной. Это связано с тем, что в процессе закипания воды более равномерно прогреется кофеварка, и у вас на выходе получится горячий кофе. Если вы нальете сюда теплую воду, кофеварка еще не успеет прогреться, но быстро приготовит кофе, но кофе будет меньшей температуры, чем если бы вы готовили с холодной водой. То есть используем в качестве мерной. И еще такой нюанс. Очень важный, в гейзерных кофеварках вся вода на 100% не преобразуется в кофе. Из-за этого вы сюда будете по мерную линию наливать чуть больше воды, чем по факту у вас получится готового кофе. С чем это связано? То есть в любой гейзерной кофеварке есть вот воронка для кофе, и у нее всасывающая трубка не достает до дна нижней чаши около 3-5 мм. Когда воды много в нижней чаше, процесс идет более равномерно, то есть в традиционной кофеварке вот через 2 отверстия выходит густой кофе равномерной струйкой. В этой кофеварке, получается, благодаря клапану кофе не выходит, клапан держит до определенного давления. Когда кофеварка достигает нужного давления, клапан поднимается, и кофе единовременно под большим давлением выходит в верхнюю чашу, и таким образом получается взбить кофе в пену, чтобы получилась кремовая пенка. И переливаете воду в нижнюю чашу. Очень частая ошибка. Многие пользуются, так как в традиционных кофеварках рекомендуют наполнять воду до клапана безопасности. Но если раньше для кофеварки Брика специально делали нижнюю чашу, если вот обратите внимание, на упаковке клапан безопасности расположен посередине чаши, то есть оно бы соответствовало действительности. Но в последних моделях верхний клапан расположен сверху и расположен в тех местах, где у традиционных гейзерных кофеварок, то повторяемся, используем верхнюю чашу в качестве мерного стакана в этой кофеварке. Перелили воду, вставили воронку. Если раньше производитель
акцентировал внимание только на то, чтобы кофе был среднего помола. Напомним, что специальные кофеварки Мука, Брика очень чувствительны к помолу кофе. Если вы неправильно подобрали помол кофе, кофе с пеной в данной кофеварке у вас не получится. Обращайте на это внимание. Как подбирать кофе? В кофе на кофейной упаковке нарисована или гейзерная кофеварка, или написан помол для мока. Практически все итальянские производители кофе наносят на свою упаковку это или вот помол для мока, или гейзерная кофеварка. В этом году еще дополнительно Биолетти для того, чтобы получился качественный кофе в данной кофеварке, рекомендуют выбирать сорта кофе, в которых с повышенным содержанием сорта робуста. Напомним, что у компании Биолетти есть линейка кофе, которая называется Кафе Ди Италия, то есть кофе Италии, в которую входит 7 кофейных миксов. Мы коллекционные сорта кофе не рассматриваем, которые периодически производит Биолетти, а основную линейку. В основную линейку входит 7 кофейных смесей. Это Неаполь, Наполи, Рома, Рим, Милан, не нуждается в переводе. Midnight – это кофе содержит в 2 раза меньше кофеина по сравнению с кофе Неаполь. И 3 сорта кофе для гурманов. Это шоколад, ваниль и орех. В эти 3 вида кофе для гурманов добавлен 0,2% концентрата, соответственно в шоколад добавлено 0,2% какао натурального, в ваниль концентрат натуральный и в орех 0,2% натурального концентрата ореха. Самым большим содержанием кофе сорта робуста это у нас Неаполь. У нее 70% робусты, 30% арабики. Моносортный кофе это Милан, 100% арабика. Все остальные кофейные смеси содержат соотношение 50/50, арабика и робуста, отличаются степенью обжарки кофе, а также в некоторых смесях происхождением кофейного зерна, то обращайте на это внимание. Наполняем воронку или с небольшой горкой, не утрамбовывая, как в профессиональной кофемашине, потому что данная кофеварка готовит кофе, не создает такое давление, как профессиональная кофемашина. Закручиваем кофеварку за корпус, не за ручку, потому что вы ее рано или поздно отломаете. И очень важный момент, ставите на среднюю температуру вашей плиты. То есть, например, если у вас там 9 делений, ставите на 6, если 6 делений, ставите на 4, если газовая плита, то включаете так, чтобы языки пламени не выходили за пределы дна кофеварки. У кого индукционная плита, может воспользоваться адаптером для индукционных плит. С 2019 года он производится, у нас на канале есть видеообзор, то есть можете посмотреть и готовить на своей плите индукционной в данной кофеварке. Тем, кто пользуется газовыми плитами, рекомендуем докупить. У нас в ассортименте есть такой гаджет, как рассекатель пламени или огня. Он ложится просто на крестовину плиты, и сверху ставите кофеварку и готовите. Какие задачи он решает? То есть у вас языки пламени не воздействуют на окрашенный корпус, то есть кофеварка дольше сохраняет свой внешний вид, проще в уходе, и абсолютно все кофеварки гейзерные маленького объема, из-за того, что у нас больший диаметр конфорки нижней, страдают из-за того, что языки пламени достают до краев ручки и плавятся края ручки. Ну и также кофеварка будет более устойчиво стоять, потому что из-за того, что конфорка более длинная, крестовина, на которую ставится кофеварка маленького объема, будет более устойчиво стоять. То есть эти аксессуары у нас есть на сайте, можете докупить. Готовим на средней температуре, приблизительно через 3-5 минут ваш кофе будет готов. Мы говорили вам то, что клапан будет сдерживать до определенного давления, потом поднимется
и выйдет кофе единовременно. Как только кофе готов, производитель любую, хоть традиционную, хоть специальную кофеварку рекомендует снять с плиты, потому что любая плита практически выделяет остаточное тепло, ну, кроме индукционной. Если вы адаптером пользуетесь, то плита останется холодная, адаптер будет горячим и отдавать тепло. И таким образом ваш кофе будет готов, то есть нужно сразу снять. И такой немаловажный, и сразу можно подавать кофе. Потом такой немаловажный, ну и что изменится в 2020 году? В 2020 году производитель анонсировал то, что будет изменен дизайн кофеварки, то есть корпус, внешний вид кофеварки останется тот же, изменится только сама вот эта инновационная конструкция клапана, который создает пену. То есть вот это, кому нравится кофеварка, вот вся харизма, скажем, у нее в этом, но кому просто нравится кофе с пеной и не важен данный элемент, то в принципе переживать не о чем. То есть клапана этого уже не будет. Верхняя часть будет, из-за того, что коронавирус, сейчас выход всех новинок немного сместился, то как появится уже непосредственно модель 2020 года, мы специально снимем дополнительно еще видеообзор. То есть верхняя часть будет плюс-минус напоминать колонну верхней чаши. И забыли еще такой сказать важный момент. Из-за того, что часть колонны здесь в кофеварке Брика затрачена на установку клапана, то есть данная кофеварка, соответственно, приготовит вам кофе, ну, хоть она по размерам такая же, как на 3 чашки, но приготовит кофе меньше из-за того, что часть колонны занял клапан. И если вы оставите там на плите, возможно, полностью вся вода превратится в кофе, и не вся может поместиться в верхней чаше, и будет без пены. И получается, вместо этого клапана будет установлен, сейчас покажем вам, ну, частично часть сейчас стоит здесь в колонне, сейчас вытянем резинку, секунду. Вот, мы вытянули резинку в новых кофеварках, не совсем удобно вынимается. Сейчас открутим клапан. То есть, как вы видите, конструктивно отличается от традиционных кофеварок. Если здесь два больших отверстия влево-вправо, то в специальных кофеварках отверстие направлено вверх, и тонкое отверстие здесь уже стоит или пластиковый, или силиконовый сепаратор. То есть в новой кофеварке 2020 года вот в колонну будет установлен специальный сепаратор, который будет отвечать для создания пены. И получается, больше сама кофеварка не изменится. Изменятся запасные части для данной модели кофеварок. То есть внешний вид такой же, не будет вот этого вот клапана, а будет стоять сепаратор. И получается, смотрите, с 2018 года на данную модель кофеварок устанавливается силиконовая резинка. На кофеварке к традиционным моделям устанавливаются 3 резиновых, вернее, обычная резинка из натурального каучука, как декларирует производитель. То есть разницы никакой нет. Если вы не нашли для кофеварки Брика запасные части, можете купить для традиционной кофеварки на 3-4 чашки Moka Express. Она абсолютно нормально подходит для данного типа кофеварок. С чем это связано? Силикон более термостойкий материал, чем резина, и более долговечный. То на все современные модели практически сейчас абсолютно все практически производители начали устанавливать силиконовые резиновые прокладки. Силикон бывает разный, бесцветный есть вот такой белый, как сейчас. И с 2018 года специально для Брика производились наборы запасных частей, на которых было указано то, что только для Брика, например, объем кофеварки, и в комплект входило 3 силиконовых прокладки и
фильтр. С 2020 года данные запчасти для брика будут сняты с производства. Вместо них появится специальный универсальный набор, который будет подходить для... еще такой немаловажный момент. На сегодняшний день компания Биолетти производит 63 наименования запасных частей для своих кофеварок, и благодаря унификации некоторых из них хотят сократить количество запасных частей, позиций запасных частей до 53. И это будет сделано за счет того, что для брика снимут с производства вот запасные части, о которых мы говорили, для Орза Экспресс. И в этом году мы еще отдельно снимем видео, будет выпущена обновленная версия кофеварки Мока Индукция, и новый набор запасных частей будет подходить для традиционной Мока Экспресс, я думаю, для этой дамы, для брика, для Орза и для новой Мока Индукции. И изменится комплектация набора запасных частей, то есть в него будет входить одна силиконовая резинка и один фильтр. Как это отобразится на цене, пока эти детали не поступили в продажу, мы не знаем, но время, как говорится, покажет. Без изменения для данной модели будут производиться ручки для кофеварки на 2 и на 4 чашки. Воронки для кофеварки вот на 2 чашки подходит воронка, они одинаковые, для кофеварки на 3 чашки для Мока Экспресс. Для кофеварки на 4 чашки продается специальная воронка, вот на ней таки написано «Брика на 4 чашки». Это связано с тем, что воронка на 6 чашек, вот как вы видите, она точно такая же по размерам, единственное, у нее длина всасывающей трубки на 6 чашек чуть короче, чем для брика на 4 чашки. Ну, мы уже говорили то, что кофеварка брика на 4 чашки готовит в 2 раза меньше кофе, чем традиционная кофеварка. Для этого, получается, нужно по максимуму вытягивать всю воду, которая есть в нижней чаше. И обратите внимание, у Биолетти в ассортименте есть 3 вида, вернее, воронок для кофеварок на 4 чашки. Чтобы вы не перепутали, вам нужно выбирать именно для брика, потому что очень много всяких стоковых фотографий не от той кофеварки на сайтах, чтобы вы купили правильно запасную часть. Еще на 4 чашки производятся запасные части для воронки, вернее, для Venus Kitty Musa из нержавейки, но она меньше, она, грубо говоря, такого диаметра, как и для кофеварки на 3 чашки, то есть она не подойдет. Потом производится еще воронка для Мока Экспресс на 4 чашки, она тоже не подойдет, потому что у нее диаметр будет меньше. То есть вам нужно четко смотреть, чтобы воронка была именно такая. Вот, наверное, и все, о чем мы хотели вам рассказать в этом видеообзоре. Надеемся, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал. Всю продукцию, которая принимает в видеообзоре, вы можете купить на нашем сайте I Love Cooking, ссылка, как всегда, в описании. И артикула позиций, которые принимали в видео, также мы оставим в описании под этим видео. Если вы чего-то нашли, любым удобным способом свяжитесь с нами, мы вам подскажем по цене и наличию. Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч на нашем канале. Пока.